Родился я на Чукотке здесь, местный, коренной, то есть. Работал в совхозе 22-го съезда КПСС. Зоотехник. Вы по национальности сам? Чукча, да. Оленный чукча. Оленный чукча. Кочевник. Пасли оленей. Обязательно. Вот вы стоите рядом с ярангой. Да, Вы можете рассказать про эту ярангу? Традиционное жилище кочевников оленеводов чукчей. Делается из шкур оленей. Зимние шкуры. Их набирают зимой, всю зиму. И сколько шкур уходит на эту покрышку? Тут две половинки положено так. Ага. На каждую половинку получается 20-25 шкур. А можно зимовать, да, в этой яранге? А? Зимовать можно, да? Это и кочуем зимой. Живем там должен быть полог. Спальное место. Вот это... месяц, максимум месяц на одном месте. Так 2-3 недели собираем, кочуем, снова ставим. Очень удобно. Собирается быстро, да? Собирается быстро. А вот У нас- эта покрышка, она сколько лет вам послужила? Нам где-то И лет до сих пор служит? 20-30, наверное. 20-30, да. Если бы мы бы кочевали, то у нас делится зимняя покрышка и летняя. Летняя это она продымленная, лысая почти, чтобы дождь спускал. А зимой вот такой шерстью. Шерсть это срезается, сначала выделывается, потом срезается, и вот такой получается. А кто шил вот эту покрышку? Женщина, Какая женщина? Галина Ивановна, В потом смысле, Валентина. вот, одну ярангу одна женщина шьет? Или Да, хозяйка. Хозяйка шьет? Дети, девочки, дочери помогают. Помогают? Да. И если есть родственница, например, у нее своего жилища нет, она помогает. А та хозяйка все Выделку, значит, тоже каким женщина. образом? Да. А каким образом делается? Это же огромная, скажем, это шкура? Шкура она небольшая, А, зимняя. небольшая, да? Ну, Мгм. вот. Мездру снимает. Технология выделки. Мездра снимается сначала. А потом это, дубильные вещества, вот этот оленей помет и дубят. Потом подсыхает и начинают шерсть срезать. И она такая получается. И начинают шить. За лето должны они закончить. Это они круглые сутки работают. Выделка. Потом мять же надо. Пятками. Тяжелая работа. Вот. А мы на лето уходим пешком со стадом. Зелень где, по речкам, ива, А трава. в стаде сколько оленей примерно в среднем? В среднем 2-2,5, а на лето 3000 может быть. Это с телятами. И вот каждый день мы кочуем. А вот 3000 говорите, а вот сколько тогда надо работников, чтобы их охранять, там, повезти Охраняют. куда-то? Собаки? Нам помогают гнус, овод. Гнус, Они в куче. Мы только направляем их, где вода, и все. Ясно. Вот ночью гнуса нет, уже там человек 5 надо. А вот для таких огромных вот стада, да, вот хватает еды там, ягель? Там, Да, нет, зелень, зелень. летом зелень. А зимой мы делим пополам и в разные стороны. И вот кочуем вот это наше жилище.
кочуем, место находим, чтобы ветра не было, и ягель был. Зимой. А летом они все лето стоят. С мая по... Снег когда падает у нас? В октябре. И А сразу проблема вот волки там, какие-то вот такие вот хищники? охраняем, поэтому пастухи есть, оленеводы. Вот, Юрий Юрьевич, вы являетесь коренным жителем Чукотки, вы тут давно живете уже. Всю Здесь жизнь. прошли ваше детство, юность, да? Уже вот взрослым мужчиной вы стали, до пенсии дошли. Вы, наверное, очень много слышали об изменении климата, да? Вы на себе это чувствуете? Есть какие-либо изменения? Вы Э, наблюдаете, да? да. Ага. У нас уже лет 10, наверное. М, Пург таких нету, как раньше было. м. Неделю как задует, и метров. Сколько? 10, наверное. Вот заметает полностью этот Ярангу. А сейчас такого нет. Сейчас земля все время торчит. А причина в чем, вы как думаете? Не знаю. Э, Снега нету Это зимой. сама природа вот так себя ведет? Наверное. Или какие-то внешние факторы Наверное. производства там У нас какие тут производства? нету, да? А то, что снега нет, это плохо Очень для плохо. оленей. Да. А в очень чем, плохо. какие? Они же с ягелем едят этот снег. Мгм. Получается пить Вода. вода. Мгм. А снега нету. И холодно Мгм. от земли идет холод. А снегом накрыло уже не так холодно. Когда снега много, чувствуешь себе тепло. Да и зарыться можно в снег. Наверное, и чаще болеют копыткой, да? Это летом. Летом болеют Да. чаще всего. Камни, потом овод этот проклятый. А Гнус. зима стала короткой или длинной? Или Короткая. короткой? Весна раньше приходит, Раньше в конце сентября уже снег наступает. падал. И в конце мая оттаял. А тут мы ждем, когда снег упадет. А вы наблюдали вот в последнее время, у вас появились какие-то незнакомые растения? Да, о, кстати, насекомые? точно. Ага. Есть не было никогда. И вдруг появились. А что за растения? Например, смородина та же, М. ягода. Я имею в виду. Смородина? А раньше не было Потом- тут смородины? Здесь нету, там Какая южнее, смородина? красная и Красная. черная. Красная, да? Потом этот, как она, книжника А, почему-то появилась, ягода. Этот, Мелкие. одуванчики, или как, правильно я сказал? одуванчики. Желтенькие такие, Желтенькие одуванчики. Ага. А насекомые какие-нибудь тоже? насекомые, Животные? птички. Птички какие неизвестные, да, вам появились? А вот как вы считаете, какая самая большая проблема для оленеводов вот, в современной жизни? Проблема Большая, кадра, самая вот, которая Кадры. проблема, а? кадры. Кадров нет, да? В смысле, они не остаются и типа уезжают куда-то на в этот Ну вот этот цивилизованный мир. интернат 9 месяцев. На лето 3 месяца. А сейчас вообще ни вертолетов, ничего не было, нету. Все на эти, на золото. Вот ждут, когда вездеходы поедут. А это уже в конце, в начале июня. Июля. А тут июль раз, август уже надо в школу идти. При Союзе в конце мая уже вертолет летал. Забрасывал детей. И в конце августа собирал. А сейчас ждем, когда вездеходы, когда реки упадут. Тогда. Да и тяжелая работа, бегать надо. Продуктов мало.
Зарплата у лениводов как? Сейчас нормально Да, нормально. пойдет, да. Вы Они довольны? себе снегоходы покупают. Нормально. Но все равно молодежь не идет. Особенно зимой. Без женщины как? Получается, зарплата в государственной. Они, ну, Если женщина есть в Яранге, то это счастье. Не, вот насчет зарплаты я хотела уточнить. Вы получаете от государства зарплату? Или частное это ваше стадо? и Нет, вы- от государства. Государственное, Ну, как она называется? Зарплата. да? Зарплата. То у нас как-то частное, да? У нас тут были фермерские хозяйства, быстро разорились. А быстро Да, надо же разорились. продавать, а никто не покупает. У нас. Раньше мы сдавали мясомолочный комбинат. Получается, Получается, у вас ну, хорошая поддержка от государства, да, если у вас вы Не довольны очень. зарплатой? Не очень. только зарплата, Ну это же хорошо, если зарплата. Да. Хорошая. Ну да. Можете А, как-то. обеспечение, вездеходы. Ну Жилье, давайте Они- про жилье расскажите. Они не соврать от отца к сыну, от деда, вот это берегем. У нас нету тут зимой, если особенно там на севере, зимой кочуем, где реки есть, там вот эти кусты высокие, там нарубим. И когда женится сын, например, то всем стойбищем собираем эти жерди. А жерди лиственница, да? Нет, ольха. Альха. Лестницы у нас нету. Здесь не растет. Это километров 300, наверное. А сколько жердей уходит на Яранг? Ой, много. Не сосчитать. Вот эти стойки там 8, 10. Есть большие яранги, это богачи. Огромные. А когда кочуете с собой возите, перевозите? Обязательно. Мы все, даже кусочек палки с собой все кочуем. Дефицит. А что-нибудь, какие-нибудь приметы, связанные вот с жилищем, знаете? Или Да. там запреты, приметы? Обязательно. Мы же язычники. Везде всего боимся. Какие, например, можете сказать? Примет. Ага, приметы. Вечером нельзя кричать, орать. Потом идешь как его, в гости. Обязательно надо громко кашлять или топать, иначе пристрелят. Или это, копьем. У нас же медведи. Еще во время еды нельзя. Ну, это везде, наверное. Разговаривать, петь. Потом с правой стороны, где полок, там женщины, туда нельзя нам ходить. В общем, много. Потом все завязки, все как по солнцу. По движению солнца вот Да. так завязываете, да? Идете. Собираешь тоже по солнцу. Если начинаешь против, это для мертвецов. Еще какие. Интересно. А вот Плевать нельзя в костер, в очаг. это, конечно, Везде, наверное. везде обязательно. А вот насчет праздников национальных, У нас, что можете рассказать? у нас
немного праздников. В декабре типа Новый год, солнцестояние. Потом весной это рождение телят. И перед литовкой тоже вот этот праздник. И осенью в это время, в августе, забой на одежду. И все, вот 4-3 праздника. И что вы там, вот хоровод или национальный? Нет. Нет? Мы делаем обряд Ага, духом, ага. Кормите. да. Потом священного оленя забил, кровью мажем. Обязательно. И все, потом начинаем петь, бубны обязательно. У мужского населения в Яранке каждый свой бубен. У каждого бубна. У мужика, у мужчин, Мужчина. А этот бубен, он женщины. передается от отца к сыну? Или же когда отец умирает, этот бубен ложат ему Да, в этот, да? родился мальчик, ему делают. Отдельно делают. Да, все больше, больше. А, Это уже его лично. Женщинам нету. Еще вопросы? А национальные костюмы? Что расскажете? О, это совсем другой вопрос. Здесь и другое. Ну, Мы же, наверное, одеваете. конечно, мы же, когда невесту выбираем не по красоте, а по одежде, как выделана, как на ней сидит, как она готовит. Внешность не важна, важна одежда. Насколько она умелая, насколько Да. она хозяйственная, насколько она умная, Потом скажем, по хозяйству. Шов смотришь обязательно, как она шьет. Если мелко, это хорошо. Ветер не продувает. Этот обычай идет до сих пор, да, вот до, Да сих пор? сейчас нет. Сейчас все, о, красиво, давай же. Не, мы смотрели, как шьет. В этой одежде можно на этом, на снегу спать. А что, их нельзя показать? в нашу На этой, на камеру. этой национальной одежде можно на снегу спать спокойно. Никакой мороз не страшен. А как вы используете ресурсы холода вот, в хозяйственных целях? Ресурсы холода это лед, снег. Как вы их- Строганина. Ну, строганина, да? Ну, это обязательно. А, говорят, у чукчи лед имеет несколько значений, названий. Вы знаете? Нет, нет, одно название. Тинтин. Как? Тинтин. Это что означает? Лед. А, тинтин лед. А Это вода. м, Если озеро рядом, это счастье. м, Лед набил, все, быстрее вода. А снег, от снега мало воды. А лед это Снег потом не чистый. Да? снег чистый у нас. Чистый, да? Да, красота, смотришь. А у вас раньше были снеговые очки? Обязательно. Из чего делали? Из, из рог у нас не было этих морзверев наших, нет. Из рога, потом из лахтака, М, прорезь просто. м, Такая это что? Это какой-то заяц морской, что ли. м. Подошву с него делают. И вот у нас ярмарки были раньше. Оленеводы и береговые встречались, и обмен. Мы им шкуры, они нам
Они вам китовый жир, там это, да? Мясо морских животных. Шкуры на подошву, М, веревки м. для арканов. А из жира, китового жира что готовят? Или как сало едят просто? Не Темная, знаю, может быть. я не знаю, мы только режем, едим. Надо ехать Ну, вам в каком виде едите? Вот солите или что? Или... без соли, Просто в сыром виде. А, как масло получается, да? Или Наверно. с хлебом? М. это надо у них спрашивать, я не знаю. Да? Тундренные и морские. Да? Оленные люди и Оленные, береговые. Тундренные, береговые. Оленные и береговые. Оленные. Вы общаетесь на своем языке, да, вот понимаете друг друга? Да, некоторые слова так, некоторые. А некоторые, да? Ну, даже тут 200 километров уже по-другому иногда. Там на востоке певуче, здесь быстро говорят. Но все равно понятно. Да, Все равно понятно. на северо-западе тоже по-другому говорят. Одежда другая. Олени другие. У нас небольшие, у них повыше. Откуда?